Мечты оккупантов сбываются, российские шахеды в США. Лавров высказался против Путина, а Маск собирается ослепить ВСУ. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Уровень доверия к Зеленскому неожиданно изменился. Результаты опроса, проведенного в Украине, кто на первом месте? Западные разведки отказываются сотрудничать с американской. Что сейчас сделал Трамп? Кто дал Путину в лоб? Откуда шрам на одной из версий диктатора? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Американская разведка становится изгоем, с ней не хотят сотрудничать коллеги из других стран. Европейские разведслужбы бьют тревогу. Администрация Дональда Трампа может стать дырявым ситом для секретной информации. Опасения усилились после назначения спорных кандидатов, ответственных за разведоперации. Эта тревога усилилась после того, как Конгресс одобрил его спорные выборы по надзору за разведывательными операциями. И на фоне обвинений в том, что конфиденциальные данные уже используются не по назначению. Просто так выключить это взаимодействие невозможно. Союзники ищут способы защитить свои данные, но возможности ограничены. Ранее Трамп уже подозревался в подобных утечках секретов в сторону России, что подорвало доверие к США. Соединенные Штаты угрожают Украине отключением Starlink из-за спора о полезных ископаемых. Американские переговорщики давят на Киев, требуя доступа к украинским полезным ископаемым. В качестве рычага давления рассматривается возможность отключения Украины от спутниковой сети компании Илона Маска после отказа президента Зеленского от первоначального предложения США по редкоземельным металлам. Вопрос продления доступа к Starlink стал инструментом давления. Продление доступа Украины к Starlink, принадлежащей SpaceX, было поднято на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента. Этот вопрос снова поднимался во время встречи между спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и Зеленским. А The Wall Street Journal считает, что соглашение о недрах будет подписано уже в ближайшее время. Источники издания утверждают, что работа над текстом договора еще продолжается, но она уже на финальной стадии. Те же источники утверждают, что процесс ускорился после визита спецпредставителя Трампа в Киев Кита Келлога. Да, именно того, который отказался от совместного выступления для прессы с Владимиром Зеленским. Якобы. Поговорили об этом с экспертом политическим и юридическим, с Геннадием Дубовым. Грубо говоря, господин Маск, он рискует только своей репутацией, если он такое действие совершит, поскольку в правилах того же Starlink предусмотрено его использование в гражданских целях. То есть на сегодня, учитывая, что бизнес и власть в Штатах формально и сущностно разделены, этот аргумент может быть использован просто в кулуарах, скажем так, чтобы описать возможные негативные последствия. Но у американской стороны с государственной точки зрения есть чем угрожать. Это и спутниковые данные, это данные разведки, не говоря про поставки и про финансовую помощь. Поэтому рычаги они все на сегодня, по крайней мере, используют на полную катушку. А какая их истинная цель и действительно ли для них является принципиальным соглашение по природным ископаемым? Почему я сомневаюсь? Потому что оформить его как-то юридически обязывающе практически невозможно. То есть это так или иначе будет иметь форму меморандума, от которого любая следующая власть или даже действующая власть сможет очень легко отказаться. Поэтому такого плана документа он не может ничего гарантировать. Или все же вся эта история на тему природных ископаемых и давления Штатов на украинское руководство, оно преследует себе цель просто создать повод и оправдание для каких-то будущих решений и тех решений, которые уже принимаются, в частности, о введении двухсторонних переговоров с Российской Федерацией. А как думаете вы, стоит или не стоит, на каких условиях можно торговать украинскими недрами и что скажут западные союзники о такой небезвозмездной помощи? Пишите в комментарии под видео, это очень важно и на самом деле интересно знать, что вы думаете по этому поводу. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Путин готовит почву для возвращения западных компаний, но с ограничениями. Владимир Путин поручил правительству подготовиться к возвращению компаний на российский рынок, но российские предприятия должны получить определенные преимущества перед возвращенцами в качестве ответа на санкции. Правда, позиция путинских прихвостней выглядит не очень согласованной с вождем. Насколько это полезно для нашей экономики осваивать свои технологии, которые в целом ряде случаев уже превосходят западные аналоги. Мы говорим не о возвращении западных компаний в Россию, где, наверное, их не надо отваживать от этого, но надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики на случай, если вдруг опять кто-то там встанет не с той ноги. С 2022 года 472 иностранные компании покинули Россию. Еще 1360 сократили свое присутствие. Теперь на фоне улучшения отношений между США и Россией обсуждается возможность возвращения некоторых из них, но с приоритетом для местных игроков. Шахеды в Вашингтоне. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез на конференцию консерваторов в американской столице сбитый в Украине иранский дрон «Камикадзе Шахед». Здесь представлен иранский беспилотник, сбитый украинцами и вывезенный из Украины в Польшу благодаря усилиям Польши и решению премьер-министра Дональда Туска. Это демонстрирует партнерство в сфере европейской безопасности. Может быть, это тот самый дрон, который нашли в Одессе и демонстрируют вот на этом видео, долетел до Вашингтона. Уровень доверия к президенту вырос на 8%, но все-таки украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому. Свежий опрос показывает, что 76% украинцев доверяют экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в то время как президенту Владимиру Зеленскому доверяют 65%. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к военному руководству страны. Опрашивали 2 дня по телефону, погрешность в пределах допустимого. Готовится ли Украина к выборам после подобных опросов? Поговорили об этом с экспертом Геннадием Дубовым. Я очень скептически отношусь к рейтингам доверия, хоть Зеленского, хоть Залужного, поскольку военная социология, учитывая, что миллионы граждан Украины за границей, учитывая, что есть и элементы самоцензуры, есть элементы боязни некоторой, не попасть в ожидания, мне подсказывает то, что реальные данные, они отличаются от того, что публикуется. В какую сторону, в пользу кого, это вопрос второстепенный. Тут нет оснований считать, соответственно, какую-то информацию достоверной, какую-то нет. У нас нет возможности проверить, у нас нет возможности доверять подобного рода цифрам. Поэтому я воспринимаю их просто как условные цифры, которые, с одной стороны, сегодня создают образ легитимности, именно не легальности, а легитимности. Тут речь идет про поддержку общества. И в целом, безусловно, то, что говорит Владимир Зеленский, отвечает чаяниям и ожиданиям украинцев. Поэтому тут также можно будет разделять, собственно говоря, курс, который ведет Владимир Зеленский, личность Владимира Зеленского, и это может дать, как и с Залужным, кстати, совершенно иной результат с точки зрения выборов, если таковые пройдут. Поэтому на сегодня это скорее способ обосновать, например, неверность тезисов Трампа, который действительно точно так же с потолка или еще больше с потолка, чем наши опросы, взял цифру в 4%. 4% это очевидно не соответствует действительности. 5-й президент Петр Порошенко говорил, что якобы власти запланировали их на октябрь, но как на самом деле? Не забывайте дописать свое мнение в комментариях. Историк-футболист и лесоруб-политолог про будущее мировой политики. Лукашенко поделился своим видением всех процессов, которые происходят в мире. Спойлер, оно не очень отличается от мнения российской пропаганды. Обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят Соединенные Штаты Америки. Говорю вам это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Но мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя. Все меняется в мире, кроме Лукашенко.
Загадочный шрам на лбу у Путина заметили журналисты «Нехта». На свежих фото от 19, 20 и 21 февраля у Путина отчетливо виден странный шрам на лбу. На кадрах 17 и 18 февраля его снимали под другим углом, так что разглядеть что-то было сложно. Ну а вот 15 и 16 февраля Кремль вообще не выкладывал новое фото. Странно, откуда это взялось? Неужели с кем-то подрался? Музыка абсурда. Песню «Сигма Бой» исполнил военный хор. Там и Путин, и Парад Победы. В общем, когда есть возможность испортить и без того некачественный продукт, это по адресу. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.